Доброе утро! Здравствуйте! И экватор рабочей недели встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня день HR-менеджера, ну а если по-русски, кадрового специалиста. Поздравляем всех представителей этой профессии. А по народному календарю сегодня Михайлов день. На Руси в этот день устраивали мирские брачные сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. По традиции в этот день не работали. Но мы продолжаем работать и надеемся, что этот час вместе с нами будет полезен для вас. Осень, пора свадеб. Как обустроить свое торжество в соответствии с последними тенденциями нового сезона? Приятного аппетита! Готовим имбирное печенье. Почемучки. Юные знатоки делятся своими размышлениями на тему столовых приборов. Итак, календарь перевалил за середину сентября. Сельхозработы подходят к завершению, столы ломятся от изобилия продуктов, у нас тоже, например. Ну а значит, время гулять свадьбы. Именно так думали наши предки, а потому осень традиционно была порой свадеб. В наше время этот сезон также не потерял своей актуальности для тех, кто решил связать себя узами брака в торжественной обстановке. Но теперь основной аргумент – это то, что осенью все друзья и родственники уже возвращаются из отпусков, а значит, на свадьбе будут присутствовать все самые важные для вас люди. И все-таки для девушки самое главное в свадьбе – это, конечно же, платье. И чтобы гости запомнили ваш образ надолго, важно подобрать его в соответствии с последними тенденциями свадебной моды. Как это сделать, знает Асоль Мухамедзянова. Свадьба – один из самых важных дней в жизни каждой девушки. Быть в центре внимания, почувствовать себя особенной и неотразимой мечтает каждая невеста, и к выбору свадебного наряда нужно подойти с особой тщательностью. В свадебном бутике сейчас очень большое количество выбора разных силуэтов. Также представлены разные бренды, разные модельки. Есть у нас и различные российские производители. Это сейчас в этом году очень модно легкие струящиеся варианты с красивым кружевом. Также очень актуальны итальянские модельки. Это может быть силуэт рыбки с кружевом. Ассортимент совершенно разный. Дизайнеры предлагают огромное разнообразие фасонов подвенечных нарядов, которые завораживают своей роскошью, богатством и нежностью одновременно. Облачившись в свадебное платье, любая девушка превращается в нежное, хрупкое, невинное создание. Правильно подобранный фасон и силуэт поможет скорректировать недостатки фигуры и подчеркнет достоинство. Платье должно быть не только красивым, но и удобным. Сейчас уже в свадебной индустрии корсетные варианты отошли на второй план. Сейчас очень актуальны бескорсетные варианты. В них хорошо дышится, невеста комфортно себя чувствует. И смотрится это очень изящно, нежно и красиво. По-королевски роскошное платье со шлейфом находится на пике популярности. Длинный шлейф и фата создают особую ауру, придавая образу невесты загадочности. Расшитый цветами наряд – безусловный хит свадебного сезона, а в сочетании с глубоким вырезом, открывающим зону декольте, несомненно придется по душе смелым и уверенным девушкам. Сейчас, конечно, очень актуально что-то пудровые, розовые, голубые цвета. Также очень популярными остаются и молочные, но их все меньше.
При выборе платья прислушивайтесь не только к внутренним ощущениям, но и к советам профессионалов, которые помогут подобрать вам наряд в зависимости от вашего роста, фигуры, оттенка кожи и волос, что позволит вам блистать на вашем главном торжестве. Красиво, красиво. Да, платье, безусловно, это, наверное, самая главная деталь в образе невесты. Но вот без одной еще не менее важной... Жених? Да, его тоже можно, да. Вот. Но еще более, скажем, не менее важные детали, не менее красивые, которые тоже также уделяют много внимания, это, наверное, все-таки букет. Да. У него, кстати, еще есть одно важное применение. Ну, вот все же знают, что на свадьбах много разных развлечений бывает, разного совершенно толка, но самая настоящая борьба и конкуренция за подарок случается именно в тот момент, когда невеста бросает букет. В общем, о том, как сделать красивый букет своими руками, узнаем И прямо безопасный. сейчас. Да, конечно. Он должен быть не тяжелый. Но, тем не менее, как сделать букет? Ну, на любой случай жизни узнаем прямо сейчас. Осень – это прекрасная пора для прогулок, вдохновения и подарков без повода. Порадуйте своих близких чудесным осенним букетом из листьев, яблок, колосьев и ягод. Даже на свадьбе такой букет будет выглядеть ярко и оригинально. Итак, мы будем собирать букет в классической спиральной технике. Суть спиральной техники заключается в том, что вокруг центрального элемента, стоящего прямо, ставятся цветы по спирали. Собирать такой букет нужно в левой руке, правая же будет поочередно добавлять цветы. Для начала большой цветок устанавливается вертикально, в самом центре, а все последующие укладываются немного наискосок, чтобы получилась спираль. Добавляемые спереди цветы наклоняются направо, добавляемые сзади – налево. Таким образом, цветы в букете будут распределены равномерно по всей композиции, и даже при минимальном количестве цветочного материала букет будет выглядеть очень объемно. Некоторые растения букета мы задекорировали золотой краской. Такое мерцание добавит яркости рядом стоящим элементам и подчеркнет их оттенок. Фантазируйте и экспериментируйте с различными материалами, травами, кустовыми растениями, ягодами и живыми цветами. В наш букет мы добавили кустовые розы, чтобы композиция в целом выглядела нежнее и романтичнее. Перевязывать такой букет лучше всего бечевкой. Делать это следует очень плотно, но при этом не повреждая стебли. Подрезаем ненужные части стеблей и радуемся полученному результату. Ах, это К свадьбе готовы. Да, к свадьбе готовы. Ну, слушайте, осень у нас, да? Обычно свадьба проводится в конце недели, поэтому мы можем обрадовать... Ты сразу хочешь обрадовать? Да, обрадовать тех, кто собирается вот провести свою свадьбу в конце этой недели. Погода будет радовать. Она будет летняя, температура аж до 22. Ну, в общем, надеемся, что вам не придется докупать еще накидку такую белую, меховую для невесты. Будет да, поэтому тепло, сегодняшний день стоит потерпеть, потому что погода не такая сегодня радужная и безоблачная. Сегодня днем всего лишь плюс 13 градусов, вечером 6. До 6, да. Кроме этого, пасмурно, ну и временами возможны небольшие осадки. Одеваемся потеплее. Берем с собой зонты. Галоши. И ожидаем выходных дней, когда погода вновь нас порадует. Про свадьбы и не только мы продолжим говорить после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. Продолжаем тему свадебную. В старину ни одна свадьба не обходилась без свахи. Времена меняются, наступила эпоха передовых технологий, но при этом свахи снова входят в моду. В чем секрет востребованности представительницы этой старой профессии, мы постарались узнать у Наилизи Ганшиной, профессиональной свахи. Доброе Здравствуйте. Утро. Здравствуйте, доброе утро. Неля Касимовна, ну, 21 век, интернеты, они вокруг, социальные сети вроде бы людям помогают, но люди все равно обращаются к свахам. Почему? Вот, мы тоже этот вопрос себе задавали, когда приходит к нам молодежь, приходят женщины, мужчины, мы задаем этот вопрос и им. Для нас тоже интересно, актуально, почему не решили. Вы знаете, всегда слышим такой ответ, что мне бы хотелось бы надежного, ответственного, чтобы это было реальный человек. В интернете, потому что бывают моменты, когда не совсем соответствуют тем требованиям, которые они о себе
представляют. Недостоверную информацию, скажем так, выкладывают о себе. Да, и к нам уже приходят девушки, которые реально хотят замуж, а не просто быть в отношениях с мужчиной. Это тоже очень такой важный момент, когда просто сожительство входит сейчас в моду, а наши девушки все-таки у нас традиционно, как вот страна, соблюдающая традиции Российской Федерации. Поэтому, если девушка хочет познакомиться, то у нее единственная цель – создать семью. Вот этот вот ответ мы часто слышим, и вот с такими людьми работаем. А в каком возрасте приходят к вам люди, как правило? Вы знаете, возраст очень разный. Вот начинают с 18 лет, но были случаи, когда к нам мамочки приходили и приводили своих девочек 16-летних. И, конечно же, они аргументировали свой поступок такими словами: вот девочка уже созрела, хочет, чтобы она была любимой, хочет познакомить, но несколько лет пусть пообщаются. Интересно. Да, так как у нее уже будет постоянный ухажер, постоянный человек, который действительно соответствует всем параметрам и которым вот родители доверяют. То есть родители сами Так, выбирают. хорошо, это девочек привели. А находятся ли такие молодые люди, которые готовы действительно вот так вот встречаться, дружить и ждать несколько 17 лет. В 17 ну, лет допустим, все, даже готов не в жениться. 17. Молодые люди сами приходят, тоже с 18 Без лет. мам. Без мам. Иногда бывает с папами. Когда уже с родителями подходит, больше им доверяем, потому что действительно, если родитель опекает, родитель уже уверен, что ребенок, его сын созрел, он ответственен за них, но как-то уже серьезно воспринимаем их просьбу. А так, значит, даже 18-летние парни хотят жениться, но их тоже стараемся понять, потому что действительно они боятся греха, боятся прелюбодеяния, хотят серьезных отношений, хотят жену постоянную, одну, любимую, и это так прекрасно. Мы, конечно, стараемся их понять и как бы оказать, помощь. Помощь. Да. Но тогда возникает логичный вопрос из этого. Не отвечаете ли вы так ребятам, которые приходят в совсем раннем возрасте, да, там, до 20 лет? Не говорите вы им: погуляйте, просто поживите, пока успеете насладиться жизнью, не нужно жениться сразу. Вот, как вопрос вы работаете с такими? задаем, потому что нужно понять психологию этого человека. Они же дети еще совсем. Дети, конечно, созревшие, не созревшие к серьезным отношениям, поэтому действительно мы должны рассмотреть его или как ребенка, или состоявшейся личность. Поэтому все вопросы для нас актуальны, все задаем. Но если действительно этот человек учится и работает, то есть в 20 лет у него уже есть стабильная работа, и на все наши вопросы отвечает уже, как бы сказать, дает такие ответы, которые обнадеживают нас. Вот. В таких случаях мы, конечно, стараемся рассматривать. И очень много таких браков ранних, когда и девушка, и парень, но считают, что они уже готовы создать семью, то мы, взрослые, должны только поощрять за это. Это же прекрасно. Ну вот, допустим, у вас, как на небезызвестная сваха на Первом канале, не будем называть ее, все ее прекрасно знают, да? У вас есть какие-то требования, вот, например, к жениху или к невесте, вот богатые или невесты, или жених вот богатый, какое приданное, вот с такими требованиями выступают, к вам обращаются? Ох, моя красавица, я наоборот требую, чтобы девушки не были богаты. Самый сложный контингент невеста – это богатая невеста. Потому что вот ей капризные. соответствовать, чтобы по всем параметрам. Сейчас мужчинам тяжело, да, трудно. очень тяжело. Когда приходит богатый мужчина, мы единственный вопрос задаем: какую бы жену он хотел иметь рядом с собой. Он не говорит сильную, богатую, там, чтобы у нее все было. Абсолютно. Он говорит, надо покладистую, покорную, чтобы она была моей. Вот сильный мужчина хочет слабую женщину. Вот с этим мы никак бороться не можем. Так, значит, сильная женщина хочет слабого мужчину. Нет, не хочет. Вот поэтому это сложный еще сильнее, континент. наверное. Да. Да. А вот какие самые невероятные, может быть, требования? Ну, может быть, не финансовые, а Да. какие-то личностные пристрастия. Прям индивидуальные. Бывает, что... Может быть, он хочет, чтобы она там, не знаю, пела, танцевала или ты какие-то невероятные вещи делала. Вы знаете, самые лучшие требования, наверное, и самые востребованные, распространенные требования, которые мы слышим изо дня в день из уст женихов, это понимающая жена. Вот понимание сейчас, я вот просто могу это высказать, как-то исчезает.
в отношениях молодых людей. Наверное, Друг потому друга что перестали понимать. Понимание в Красную личных- книгу у нас занесено. Да, у каждого есть личные Семейных амбиции, на которые отношениях. каждый Вот, никто не каждый готов со своим наступать. миром, каждая личность, каждый человек. И вот понятие понимания, оно как бы отходит, исчезает. И вот самый-самый первый, они не озвучивают красоту, не озвучивают там какие-то знания, да, дипломы. Абсолютно нет, они не трудоустраиваются. Но вот именно характерные какие-то воспитания, наверное, в женском характере, это вот приветствуется, ставится на первое место. Ну вот вы сейчас затронули тему внутреннего мира, личного мира каждого человека. Вы наверняка как-то его изучаете, потому что Обязательно. так просто сходу ведь смотришь на человека и создается сначала одно впечатление, оказывается другое. Как изучить человека? Да, и так, как чтобы понять много его? времени вам нужно, чтобы вот общаясь с человеком Это понять, вот, что да, ему нужно? зависит, наверное, еще от профессионализма. Иногда бывает так, что вот открывается дверь, заходит человек, ты уже его знаешь. Вот такие открытые души бывают. То есть с этим человеком уже несложно работать, его быстро можно понять, и ему быстро можно подобрать пару. Вот открытая душа, нараспашку. Но таких очень редко, конечно. Но в основном приходится раскрывать. У нас менталитет такой в России, что люди больше в себе замкнуты, они не открываются, не раскрываются. И вот сложность работы в этом и заключается, что пока мы не поймем человека, подобрать пару практически невозможно. Бывает, конечно, стараемся, как бы, чтобы у человека оправдались ожидания, но это вот очень сложный процесс, и, конечно же, там допускаем очень много ошибок, так как неправильно подбор пары получается. Но вот все зависит от того, насколько человек раскрывается и говорит, вот, показывает себя, показывает свой мир. Вот тогда действительно это прекрасно. Как у врача, нужно говорить полностью все, что чувствуешь, чтобы он точно поставил диагноз. Неля Касимова, ну давайте в завершении разговора попробуем дать 3 главных совета тем, кто пока еще не в паре, но хотел бы себе найти мужа или жену. 3 главных совета. Вы знаете, надо быть подготовленным к созданию семейных отношений. Очень серьезно к этому отнестись. Если вы знакомитесь с целью создания семьи, обязательно узнавайте друг друга. Не только положительные качества, которые стараются показать оба стороны, но и те недостатки, которые есть в каждом человеке. Дело в том, что после свадьбы обычно начинают выявляться эти недостатки, и многие это не воспринимают, и браки распадаются. Это от того, когда вот мы работаем с людьми, которые на грани развода, у нас эта работа тоже ведется, кстати, и когда мы задаем вопрос, а почему? Почему вот до брака вы не знали, что этот человек, например, имеет такие-то недостатки? И никто не может ответить на этот вопрос. Просто закрывают глаза. А если до брака распознать, узнать, принимаешь ты эти недостатки или нет, то вот эта вот как раз задача поможет сохранению семейных взаимоотношений. Ну что ж, спасибо большое, будем внимательны и пожелаем всем найти свою любовь. Ну, кстати, возможно, нам звезды еще что-то подскажут, Да, потому что у нас гороскоп. Сейчас предсказания астрологов на сегодняшний день. Итак, Овны. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или в переходе к новым видам деятельности. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Телец. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Отмените назначенные визиты, встречи, любовные свидания и проведите этот день дома. Женщинам-близнецам предстоит новое увлечение или легкий флирт, приятный для обоих партнеров. Мужчин-близнецов звезды предостерегают от слишком бурного проявления эмоций. Критика спутницы хороша в разумных пределах. День сулит успех мужчинам-ракам, работающим в сфере бизнеса. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения – все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-ракам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает. Ну вот как раз то, о чем мы говорили. Да? У львов существует возможность перемещения вверх по служебной лестнице, но не будьте излишне доверчивы к людям. Используйте ум и хитрость для того, чтобы сделать запасы на будущее. Вероятно, вам предстоят крупные траты. Девы, это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь
неустойчива. Прибыль так же вероятна, как и потери. Отвлечемся пока от гороскопа и поговорим о еде и пряностях. Вот, например, имбирь – это практически универсальная приправа, полезные свойства которой оценили люди во всем мире. Благодаря противовоспалительным и противогрибковым свойствам имбирь широко используют в медицине и косметологии. Ну а благодаря неповторимому вкусу имбирь присутствует во многих кулинарных рецептах. Сегодня мы научимся готовить печенье с имбирем. Для начала смешаем овсяные хлопья и йогурт. Яблоко чистим и натираем на крупной терке. Если вы любите послаще, можете добавить сахарозаменитель. Мы, в свою очередь, использовали сладкий сорт яблок и засахаренный имбирь. Добавляем изюм, имбирь и корицу. Наше тесто готово. Формируем печеньки и отправляем в духовку на 30 минут. Вкусно и полезно. Имбирное печенье – отличный вариант для завтрака. Для завтрака, да. Для полезного завтрака. Вот, как ты думаешь, Свет, все ли любят, все возраста любят имбирное печенье? Ну, вкусное, я думаю, что любят люди, на самом деле, всех возрастов, поэтому... Ну, хорошо, я просто пытался как-то сейчас подвестись к теме детей, ну ладно, хорошо. Ну, дети сладкоежки известные, да, здесь уже неоспоримый факт. Дети еще замечательные тем, что не привыкли мыслить шаблонами и стереотипами, поэтому мы часто восхищаемся их неординарному взгляду на, казалось бы, самые обычные вещи. Чем способны удивить повседневные столовые приборы, узнаем из нашей следующей рубрики. И вилку. Ложка – это такая палка, на конце кругляшок, чтобы брать макароны или котлету, или суп. И если ее не наклонить, то она не прольется, а если наклонить, прольется. А вилка – это такая палка, похожа на ежика. В древности у нее было всего 2 штучки. Ей протыкают макароны или котлету, и никуда не денется. Но я думаю, что ложкой есть лучше, потому что можно по много макарон набирать. А вилкой только 2 или 3, или вообще сколько штуки, столько и макарон. Мама всегда мне дает большую ложку, как у папы. А папа ей говорит, что надо мне давать маленькую ложку. А мама не слушается. И поэтому вся еда выпадает из рта. А папе давать большую ложку, а мне маленькую, чтоб не выпадало из рта. Я люблю ложку, потому что можно есть суп, а если бы ложки не было, все бы пили суп как чай. А вилка, можно вилку есть 350 котлет. А если есть котлетку
котлету ложкой, то она будет падать, 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 падать и падать. Ложка до супа, а вилка до котлет. Не путайте. Ну, с этим трудно не согласиться, неоспоримые факты. Попробуем не перепутать. У нас сейчас небольшая реклама, после чего мы Не с вами... перепутай, по порядку. По порядку. Значит, мы с вами научимся делать колесо. И не в шиномонтаже, да, а в спортзале. Потом мы устроим деловой завтрак, узнаем, куда сегодня можно сходить в Казани, что интересного происходит в нашем городе. И, конечно же, завершим предсказания астрологов. Оставайтесь на ТНВ. Вот сентябрь, это, пожалуй, последний месяц, когда можно комфортно погулять на свадьбе, чтобы было не холодно и погода Сегодня радовала. мы говорим всю программу о этом приятном, Да. Поэтому, по крайней мере, для одной половины события. Ну ладно, в общем, красная нить у нас есть такая. Все молодожены хотят, чтобы их родственники и друзья запомнили свадьбу надолго. Для этого приглашаются артисты, готовится какая-то оригинальная программа. Ну вот мы знаем, как поразить гостей своими силами и сделать такое, что надолго, я думаю, запомнится всем. Да, главное не делать это в платье. В общем, смотрите. Как научиться делать колесо? Для начала необходимо укрепить мышцы рук. Помогут следующие упражнения. Отжимание от пола. Встаньте на носочки и ладони параллельно полу. Отожмитесь 10-15 раз. Если вам сложно отжиматься с прямых ног, примите упор на колени. Планка. Встаньте в стойку для отжиманий. Ноги на носочках, ладони строго под плечами. Тело параллельно полу. Стоять в планке необходимо не менее 30 секунд. С каждым днем увеличивайте время пребывания в планке. Для улучшения гибкости тела поможет следующее упражнение. Наклоны вперед. Из положения стоя наклоняйте ровный корпус вперед, стараясь коснуться пальцами пола. Затем положите ладони на пол. Немного потренировавшись, вы легко сможете доставать до пола даже локтями. Следующий подготовительный этап – стойка на прямых руках. Стоя недалеко от стены, оттолкнитесь одной ногой и забросьте ее вверх. Затем притяните вторую ногу. При выполнении следите, чтобы руки были прямыми. Коснитесь ступнями стенки и попробуйте устоять в этом положении несколько секунд. Отпустите одну ногу, потом другую на пол. Повторите 3-4 раза. Следующее упражнение – мельница. Поставьте ладони на пол и пытайтесь перепрыгнуть с одной стороны на другую, каждый раз отдавая вес на руки. Когда вы почувствуете себя уверенней, попробуйте выпрямлять ноги. Колесо. Встаньте ровно. Левой ногой сделайте шаг и опускайте левую руку на пол. Одновременно отталкивайтесь правой ногой. Помните, ноги сводить не нужно. Поставьте правую руку на пол и оторвите левую ногу от пола. Когда левая нога будет в вертикальном положении, правую опустите на пол. В это время вы почувствуете, что от пола пора отрывать руки. Сначала левую, потом правую. Повторите колесо с правой ноги. Не бойтесь, и все получится. Будьте в форме.
Да, ну свадебное платье, наверное, не лучшая одежда для того, чтобы крутить колесо. В общем, просто вас мотивируем заниматься спортом и своим здоровьем. Да, и пока расскажем о не менее интересном и любопытном, то, что можно увидеть в городских афишах. Смотрим. Бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» по повести Шалома Алейхема о жизни в российском местечке прогремел на весь мир. В этом году исполнится 20 лет, как этот мюзикл с неизменным успехом идет на сцене Казанского театра имени Качалова. Итак, в деревне Анатовка на Украине живет Тевье Молочник. Главное его достояние – 5 дочерей. Тевье хочет устроить их жизнь в соответствии с еврейскими традициями, но девушки выбирают собственный путь. А Тевье придется ответить на вопрос, что для него важнее – любовь к дочерям или уважение к традициям. Коворкинг Grow Up приглашает на бесплатный вечер английского языка. Главная задача встречи – преодолеть языковой барьер. А поэтому никакой грамматики, только общение на интересные и важные темы. В парке Горького продолжает работать особая фотовыставка, организаторами которой стали Зоозабота совместно с проектом «Добрая Казань» и дирекцией парков и скверов. Выставка называется «Подарок Вселенной» и рассказывает истории бездомных животных, которых приютили неравнодушные люди. Некоторые сюжеты построены по принципу «до» и «после», о том, как несчастные бесхозные собаки и кошки, ожидавшие в приютах своей участи, превратились в ухоженных и обласканных домашних любимцев. Продолжаем говорить про отношения, про свадьбы, про любовь и так далее. Для того, чтобы однажды найти в себе смелость познакомиться с понравившейся девушкой или юношей, нужно... Или юношей, говорю я. Да, нужно научиться преодолевать свою робость. Учиться этому надо заранее, желательно еще в школьном возрасте. А как это сделать? Об этом в нашей рубрике «Завтрак с пользой». И нам расскажет об этом психолог Любовь Юшкова. Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова, значит, время делового завтрака. Мы в школе 182. Как развить в себе качество уверенного и сильного человека, а может даже вывести формулу успеха, нам расскажет магистр Казанского федерального университета Юшкова Любовь Владимировна. Любовь Владимировна, доброе утро! Скажите, а есть какая-то формула успеха? Успешный человек – это человек, который, конечно же, вкладывается в то, что он делает. Есть даже такая фраза, выражение: успех – это 1% таланта и 99% пота. Вот, так что всегда стараться надо. И даже если у тебя в этом деле талант, да, и вот совершенно тебе все легко дается, это на самом деле даже, если пота совсем нет, это даже плоховато. Я слишком много общаюсь в интернете, из-за этого мне сложно общаться в реальной жизни. Что мне делать? Есть такие люди, как интроверты, да, и экстраверты. Надо вообще понимать, насколько тебе комфортно там и там общаться. То есть сейчас у нас условия жизни позволяют интровертам, да, к примеру, спокойно общаться через социальные сети, да, им комфортно. Но если ты не хочешь, да, если ты чувствуешь, что в этом проблема, то, конечно же, надо учиться, во-первых, контролировать, да, время, проведенное в интернете, и назначать реальные встречи с теми людьми, с кем ты там общаешься. Как перестать быть замкнутым в себе и стать более уверенным? Чтобы стать более уверенным в себе, да, тоже, если уже такой практический, да, уже вариант, то тоже надо стараться перебарывать себя, да, потеть, чтобы у тебя входить в те ситуации, да, где тебе некомфортно, стараться общаться, стараться что-то говорить. Иногда вот тоже получается страх, да, что тебя как-то оценят, что как-то тебя могут не принять, да. Это же не факт, что это будет. А если ты будешь стараться, да, вариант того, то есть момент того, когда все сложится, он будет тебе приближаться все ближе и ближе, чем ты вот сидишь и ждешь, когда же. То есть надо стараться тоже вливаться, общаться, не бояться. И если вдруг что-то не получается, то не надо гнобить себя, что это вот я виноват, там я что-то не то сделал, или вот они все плохо сделали. Надо просто вот забыть эту ситуацию, сделать выводы, что, к примеру, ага, вот эта шутка плохая была. Там. И дальше пробовать стараться. У нас, получается, ЕГЭ через 2 года, и как морально к этому подготовиться? Тебе надо уделять время тому, что тебя наполняет, от чего у тебя прибывают силы, да? Для кого-то это может быть порисовать, успокоиться, может быть какую-то музыку послушать, потанцевать, да? Может быть погулять, может быть с подружкой поболтать. Кому-то нужно
чтобы была поддержка. Но вообще поддержка всем нужна, да, то есть родители должны поддерживать. Скажите, а как перестать бояться публичных выступлений и сцены? Тут тоже надо сделать акцент на твоих ресурсах. То есть, задавать себе вопросы, да? Материал я знаю? Знаю. Там мои близкие есть, кто меня поддерживает? Есть. Надо мной там насмехаться же не будут, да? Все же знают, что я волнуюсь, знают. Там я уже повторила это, к примеру, перед зеркалом повторила. И вот так вот все вот это перебрать, и ты уже внутренне тоже будешь понимать, что ты готова. Друзья, департамент продовольствия приготовил для нас вкусный и полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита. Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Любовь Владимировна, что уделили нам время. Желаем старшеклассникам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня. Спасибо большое за советы. Да, я сделала такой вывод, что нужно на самом деле не зацикливаться на своих трудностях, расслабиться и, в общем-то, получать удовольствие, а потом с новыми силами в бой. А расслабиться можно как? У нас есть идея. В удобном кресле, на диване, глядя любимый канал ТНВ. Тем более там масса всего интересного. Вера, покажи пальчиком, какая из этих фигурок лишняя. Верочка, покажи пальчиком, какая из фигурок лишняя. Детский психиатр говорит Геннадию, что девочку нужно окружить положительными впечатлениями и неплохо бы свозить ее на море. Чтобы обеспечить дочери полноценную жизнь, Геннадию нужна новая работа, а для этого придется как-то приукрасить свое прошлое. Продолжение сериала «Оплачено любовью» смотрите сегодня в полдень на ТНВ. Чуваши – прямые потомки волжских булгар. Чувашский язык считается единственным живым языком булгарской группы тюркских языков. В свое время они отказались принимать ислам, сохранив верность своим божествам. Это и считается точкой отсчета истории этого народа. О том, как сейчас живут чуваши в Болгарах, какие традиции чтут и хранят, расскажет программа «Каравай» в 13:00 на ТНВ. Так, ловим такси. Где наша не пропадала? О, сразу видно 3-й год службы. Тревога. Общая по бригаде. А ведь вполне могли сейчас сидеть в автобусе. А? Кончай трёп. За мной. Отряд боевых кораблей НАТО внезапно объявляется в акватории Советского Союза. Для перехвата по тревоге поднимают экипаж сторожевого катера «Антарес» под командованием капитана-лейтенанта «Чайки». Удается выяснить, что иностранные судна сбросили в море радиобуй. «Чайка» принимает решение не допустить его изъятия иностранными судами и, имитировав поломку корабля, пытается подобраться к шпионскому передатчику. Смотрите проект «Альфа» сегодня в 9 вечера на ТНВ. Ну и пришло время узнать продолжение сегодняшнего гороскопа. Итак, весы. Ваше стремление к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы в отношениях с руководством. Отсутствие дипломатических талантов делает вас уязвимым, однако благодаря уму и находчивости вы всегда можете найти выход из любой критической ситуации. Особенно учитывая, что у нас разгар рабочей недели, будьте внимательны. Скорпионы, удачный день для вас. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук. Смелость, обаятельность и ум принесут успех. Рады за вас. Стрелец. Звезды предостерегают мужчин-стрельцов. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Будьте внимательны за рулем автомобиля или
при переходе улицы. Вот как это связано. И вспоминаются строки «Не выходи из комнаты» в этот день, видимо. Звезды предвещают успех в любовных делах мужчинам-козерогам. Они сегодня смогут благополучно решить все спорные ситуации в личных отношениях со своей спутницей. А вот женщинам-козерогам гороскоп на сегодня советует отказаться от новых знакомств. Данный период для этого совсем не подходит. Почему? Неизвестно. Просто не подходит. До завтра. Подождите до завтра. Водолеи, сегодня следует направить все ваше упорство и обаяние на сохранение завоеванных позиций. Не отказывайтесь от помощи окружающих, она вам пригодится. А вот запланированные встречи, переговоры или поездки, скорее всего, пройдут неудачно, поэтому также их отложите. Значит, номер 2. Повторяем еще раз. Не выходи из комнаты, не совершай ошибки. Сегодня у рыб вероятны ошибки и просчеты в своей профессиональной деятельности. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей. Это важно. Ну что ж, наша программа завершается, но еще напомним вам, что же сейчас происходит у нас за окном, если кто-то еще не знает и только проснулся. Итак, сегодня в Казани облачно, временами возможны небольшие дожди, температура, в лучшем случае, прогреется до 13 градусов, ночью плюс 6. Утепляемся и готовимся к неприятным таким моросящим Да, нет, дождикам. И успокаиваем себя, что у природы нет плохой погоды. Да, конечно. Мы же тут выяснили, в середине программы, что под конец недели погода наладится, будет практически лето. Мы в это верим. Итак, это все, что мы успели вам рассказать сегодня, а вот что вас ждет завтра. Главное не победа, а участие. Отмечаем Международный день студенческого спорта. Парты домой. Новая жизнь школьной мебели. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. Интересные темы ждут нас завтра, и это еще не все. Итак, 8:10, утренняя программа «Здравствуйте». Да, кстати, наши контакты в интернете. Сайт tnv.ru, YouTube, и ВКонтакте тоже нас можете найти. Утренняя программа «Здравствуйте». Везде вам будем рады. Каждое утро радуемся вам. На этой неделе Влад Портнов, Светлана Звонарева. И продолжаем это делать и далее. Завтра в 8:10 на ТНВ встречаемся снова и общаемся, и встречаем доброе утро, и делаем день добрым. Всем удачи! Пока-пока.